В камере хранения клубники вы это можете использовать, но в камере быстрого охлаждения клубники это не используется. Там. Европадан қарап көрдік, жақында Қытайға барып қарап келгенбіз. И мы можем делать какой-то контроль, поправлять что-то, исправлять дистанционно. Organizing with the Kyrgyzstan consul about your visit to make it as much as efficient for everybody. То есть у нас очень плотный график, потому что мы совместно с консульством организовали вам, чтобы это было более эффективно все сделано. So welcome again, and first of all, what would you like to drink? И, во-первых, что хотите попить? Coffee? Чай, кофе. Okay, perfect. Berries, black color. Thank you so much. It's honey. Thank you so much. And yeah, also pigment. It's like show chocolate. Thank you. You are so kind. Thank you so much. Jantech is a group of company. Jantech это группа компаний. We have 7 companies in all around the world. По всему миру у нас 7 компаний. First of all, we are a manufacturing company. Первое, это что мы On the other hand, we are a contracting company. Во-вторых, мы контрактная компания, которая заключаем контракт. Our main business is refrigeration system. Основной бизнес у нас это холодильная система. Delivery area. Отсюда отгрузка идет. So in that area, as you can see, for instance, this is for Iraq. В этой зоне мы собираем оборудование. Вот вы можете увидеть, например, это Ирак. Отгружаться будет. Yes. The equipment prepared, produced, prepared, packaged. Оборудование готовится, производится, готовится, упаковывается и готово к отгрузкам. So Jantech is making approximately 15 to 20 slaughterhouses in a year. Jantech в среднем производит 15-20 убойников в год. All of those rails, все эти рельсы, все, что вы это видите, rotating cabinets are produced by Jantech. То, что крутящиеся вот эти вещи, то есть это все производится Jantech самостоятельно. Это для халяль отрезаний. Это для удаления шкуры оборудования. Это один из примеров мобильного убойника. Для барашков. Это на фуру, да, ставят? Да, это как контейнер. На фуру грузится, цепляется. Эта зона сделана для холодильных систем. Как вы можете увидеть, здесь разные размеры и типы холодильных агрегатов. After the production, they are ready for shipment. The delivery department will take it, make the packaging. После того, как их произвели, отдел, отвечающий за отгрузки, забирает это, упаковывает и отправляет на строительный участок. In here, for instance, we are able to. That one is Magro LLC. I think it's supposed to be Norway. Это в Норвегию, например. Small sizes. For instance, this is electric board. It's Kazakhstan.
Alma Green Field. Yes, this is for Kazakhstan. You can take Это- a photo and send it to the client. Это, это Казахстан, это Финляндия. То Это есть, ваше, да? это наш Казахстан, да. Они говорят, можете фото сделать и клиенту отправить. This is for Iraq. Это для Ирака. This is a central system, a small central system. Это маленькая for центральная freon. система для фреонового охлаждения. То есть вот так она приезжает. У нас нету разборно. Фреон, да? Semi-industrial. Это yeah. полуиндустриальный. Semi-industrial. Not industrial, small one. Это небольшие. Мы закажем. Вот так приезжает. Приезжаете или вы там собираете? Вот это приезжает там. То есть вот так приезжает как есть. И мы уже его потом на месте собираем. А так вот так собрано. Это вот мы вот такое делаем. Вот закрытые кейсы. Вот сейчас А вы увидите. по Как... шоковой заморозке, какой именно он рекомендует? Туннельную или комнатную? Какой лучше? For No, именно freezing я потребую. product. For berries. Yeah. What is much better to use? IQF tunnel or freezing room with blast freeze room? About the Capacity. capacity. Только от объема, говорит, все Capacity. будет зависеть. If you have minimum 1 ton per hour freezing capacity, you can make belt freezing. Если у вас будет хотя бы 1 тонна в час по сырью, то, говорит, конечно, лучше делать вам IQF туннель. Если тонна в час у вас есть. If you have less capacity, Если у вас меньше better производства, option is то лучше делать комнату. То есть все от этого зависит. Если вы будете замораживать там 20 тонн за день, за 20 часов, то вам лучше использовать IQF, да. То есть там качество выше намного. Но это все от объема зависит. То есть потратить деньги на IQF и не загружать его на 100% абсурдно. Все, да, это вот those кабельные. are the equipments. Yeah, It's for equipment cables. for piping racks, for cable racks. То есть это все для труб, для кабелей, чтобы все это собираем, This is- когда. This is mainly used for the industrial refrigeration system. Здесь больше используют для For индустриальных зон. ammonia glycol, Для аммиачных ammonia систем. CO2. In the downstairs, we are making the metal works. То есть все металлические работы происходят внизу. metal workshops in the downstairs, so we are producing the cases like То есть that. все вот эти вещи мы сами производим. Корпуса. In the downstairs, then they are going up. Они потом поднимают их наверх. We это лифт, install да? the fans Это лифт. and electrical cables. И уже здесь собираются connections. вентиляторы, кабели, все это собирается And then воедино. it will become evaporators, condensing units, etc. Это лифт. Вон, видишь, куда уходит аж. Все, что связано с софт, управление, электрика. То есть все делают здесь они сами, собственно. Видите, вот такие вот блоки управления, сенсорные, какие угодно могут быть. То есть они могут дистанционно управлять. Electronic production area. То есть электроника производится в этой зоне. First of all, as I told you before, Jantech is producing almost everything in one house. То есть в одном помещении, в одном здании мы производим все, как мы говорили. Those are our controllers, Это контроллеры, remote monitoring это devices, дистанционное управление, our LED lightning, освещение LED именно для холодильных камер. specifically специфическое. produced for the cold storages. То есть оно защищено, степень It can защиты именно resist для up to холодильников. -40, -50 До минус degrees 50 Celsius. оно может храниться. Ну, то есть с лампой ничего не будет. And let me show that part to you. И здесь вот он вам тоже покажет часть. In here, we are also producing our electronic cards even ourselves. Электросхемы они сами полностью производят здесь у себя сами. То есть у них замкнутый процесс, делают все самостоятельно свое. Не зависит. Программное обеспечение. Вот тоже все здесь свое, собственно. Everything, the software, the hardware. This is the for Farminova. Это для, Those are the для artificial фарминга. lightnings, То есть освещение специальное, специфическое. grow LED. And Это увлажнители. yeah, this is our Система увлажнения. Камера. ultrasonic humidifier. Ультрасоник ее называют, то есть воды нету.
Everything То есть is оно как парк. produced by us. Это все собственное производство. То есть оно Just влажность it's повышает, increasing the но relative humidity. ни одной капельки. Охлаждение без потери влаги, да? Да. То есть вот такие блоки стоят снаружи камеры, но внутри вот они вот так делают. Это вот, к примеру, в клубнике тоже используется, да? In strawberry you can do you need to use also this? Yes, but not the whole system. The whole system is totally different. Это основной Это да, это яблоко. That one Apple. is used. That one is used for yes, apple, for any kind of fruits and vegetables. You can use it. In strawberry cold room you can use it, but in the rapid cooling there is a different То есть в system. камерах хранения для любых фруктов это вот используется. В камере хранения клубники вы это можете использовать, но в камере быстрого охлаждения клубники это не используется, там другая система. Но там тоже увлажнение. But you also have a special humidifier in this rapid cooling for strawberry, yeah? It's not an additional humidifier. Это не дополнительный, It's a block system. это блок системы, то есть там вот Inside, so it's included. Inside the room, Yeah. there is a system inside the room, and the whole airflow is has 98% humidity. То есть там The специальная airflow штука, itself. которая находится, оборудование, которое находится в комнате, и оно вот держит. Вот это вот, понижение температуры как раз происходит при влажности 98%. Ну, вес. Самое дорогое это вес. потери, да. Это почти в состоянии пара же. 98%. Да. Только так. Это наша вторая производственная фабрика. Yeah, in this facility we are producing panels, accessories, doors, На этой заводе мы производим панели, And also- аксессуары, двери. and also our Farminova company И Фарминова находится тоже здесь. located here with the, let's say, a test room. Здесь находится Фарминова с комнатами тестирования. Это As you просто can see- образец Фарминова, как он может The выглядеть. idea is like that. Produce that kind of greens, as you can see, basilicum. Идея производить разные виды зелени, базилик и так далее. Let me show you. Он покажет сейчас вам. This is just a sample of a plant factory. Это просто план производственного завода. Okay. We are Именно Фарминова, который. that factories, that plant factories for our clients in our Farminova company. Они производили этот завод для своего клиента по Фарминова. This is your answer. This plant is operated ammonia glycol Этот завод работает на аммиак и гликоле, because of the size потому что размеры большие. and because of the energy consumption, because we are paying the electric bill. Потому что еще, говорит, за электричество большие счета, чтобы не были. То есть экономия идет большая. Let's take a tour. And in that area, unfortunately, we cannot make Make a video. record. Здесь мы не можем уже делать. Okay, this is the area for production of panels. Это зона производства панелей. Okay, right now, by the way, it's a lunch break. Сейчас ланч у них, так что здесь пусто. Пир панели. No, this is PUR. Это пур панели. Pur. Yes. We are producing PUR with Camlock system and with molds. But we use, as we know, the pur need to production time. It's 3 days for this pur materials, or no? No, it is not like that. There is a treatment process. With the mold, it's around 12 hours. 12 часов у них где-то занимает это все здесь. но после его отстаивают. Панели ты имеешь в виду? But when you finish with pur panels, where you stock it with panels? In No, it is not like that. There is a press. yes, There is a press, and you need to keep in that press yes, 12 hours, yeah? 12 hours. То есть они под пресс ставят,
и в 12 часов держит в прессе. У них другой процесс. Значит, они греют еще его. Ну, видать, да. А у нас... Okay, we have different thicknesses. Разная толщина у них есть. Cost. То есть в Кыргызстан, как он говорил, возить нелогично, потому что, говорит, доставка дорого стоит. Здесь производят двери Cold room doors. для холодильных камер. We have different types of doors. Разные виды дверей есть. For personnel door, office door, Для sliding человека, door, для hinge door, CA room door, control atmosphere. РГС двери, обычные двери, быстро открывающиеся двери, два вверх открывающиеся, Blast в бок, freezer door, for instance. для пласт-фризеров, для людей, то есть любые двери они здесь все производят. Вот. Больше. Видишь, вот такие двери для персонала прям вот. We have Да, some doors here. вот такие, вот эта дверь откатная. Да, да, снаружи. Вот такие двери делают. For potato and onion. Это для картошки, для картофельного и овощного и лукового хранилища двери. Ну, большие камеры, высокие. А для картошки, для яблок сколько? Для яблок twice so big. For potato and Yeah. onion storages in industrial phase, they need that kind of large rooms and that kind of entrance. Непонятно. Okay, but why entrance so big? You don't know. No, in generally they are loading until 11 meters. 11 meters. Even By car, by. reach truck. Они до 12 метров забивают же камеры, и чтобы вот эти верхние ряды здесь забивать, они вот такие двери. Последние перед дверью ряды. Они тоже залупливают их. Okay. Все. Сама села. Да, это что-то, что я бы сам поломок не было. Да, да, да. Дверь не поднимается, и те двери, которые плохо открываются. It's crazy doors. Yeah. It's 9 meters. Это дистанционный пульт управления Okay. и контроля. Just a moment. Давайте вот он покажет вам. This is an automatic system. Это автоматическая система. No matter where you are, no matter where is your factory. Нет, важно, не важно нам, где вы, где ваш завод. We are able to monitorize all of your system, Мы можем мониторить все ваши системы. and also we can make some controlling И мы можем делать какой-то контроль, remotely. поправлять что-то, исправлять дистанционно. Okay, not only from Turkey. Also, you can check your system from Japan. Вы with можете your проверять свою систему smartphone, с телефона и с Японии, from где бы вы ни your находились. laptop, Whatever. So, for instance, where is the cursor? Айсберг Алматы, I see. Yeah, iceberg Almaty. Cursor is here. This is Holland, Kazakhstan, Georgia, Israel, Norway, Morocco. То есть разные страны вы можете видеть. Голландия, Алмата. Крыс продукт есть? Кто? Кыргыз продукт. You Kyrgyz see? product. Надо искать. Can you switch off them? It's a joke. I can, Он but I может, don't. но он не будет. But I can. I have the ability. Okay. Видите, они даже видят двери. Okay. So, gentlemen. Powerful. Okay. То есть вот, например, The door is open right now. в Айсберге Алматы он видит, что сейчас дверь открыта у них. То есть что не должно Iceberg быть. Almaty is the biggest facility of Kazakhstan. Это крупнейший морозильный склад в Казахстане. 32,000 ton capacity. 42 тысячи тонн. Где мы были? Да, Где мы были? вот где мы были. Frozen Вот он видит, что дверь открыта у них. facility. Позвоните им, скажите. Okay. Они могут это сделать. And we can see everything from here. Значит, пойдем. For instance, this is Norway. В Норвегии, например. It was Kazakhstan before, or this is Rotterdam. Это вот в Роттердаме, Голландия тоже. So it doesn't matter where you are. Morocco, Israel, Georgia, whatever. Вот, например, куча разных компаний, которые не могут видеть. Right now we are in the system. We are monitoring approximately 1,500
cold rooms. То есть где-то 1500 холодильных камер они сейчас вот мониторят в данный момент. So no matter where you are, as I told you before, you can monitorize and you can control your cold storage also. То есть неважно где вы, мы можем это все видеть, And also контролировать you can и смотреть. collect the data. Вы можете собирать данные. For instance, you rent your cold storage to one grower. То есть вы, например, дали в аренду свой You холодильник can give кому-то. him or her the data from the January. То есть вы можете ему дать всю детализацию, что как хранилось с января месяца, например, когда он заложил к вам продукт. The data of the opening hours of doors, the data of the humidity, То есть data of the данные, temperature. как двери открывались, когда, по влажности, по холоду, все эти данные вы можете давать этому You can. арендатору вашего холодильника. Распечатать нужно, да? Все это есть. So let's go. Сарбаке, бүгүнкү Анталиядагы саякаттар сизге жагатабы? Жалпы кандай болуп атат? Бүгүнкү Анталиядагы саякаттар жакшы, абдан жемиштүү өтүп атат десек болот. Иншалла бизге дагы ушундай жаңы технологиялар келип калат деген үмүттөбүз эми. Көп жаңы нерсе менен тааныштык. Кийин көп маалымат алып, мындай айтканда, баарын туура кабыл алганга, эчтекени унутпай, баарын көрүп алганга аракет кылып атабыз. Кудайым буюрса бул нерсени үйгө жетсек, бунун баарын ойлонуп, анан кийин туура таңдоо кылабыз го дейм. Туура жол менен барганга аракет кылып ошо. Бул жактан да башка мамлекеттеги заводдорду карап көрдүңүзбү? Ушундай Ооба, Европадан да карап көрдүк, жакында Китайга барып карап келгенбиз. Баарын сапаттары бийик, абдан бийик. С той стороны они разгружают грузовики. They are making the sorting and packaging. Здесь они сортируют и упаковывают. Then after that they have pre-cooling rooms. И потом у них прикулинговые камеры, куда они ставят свой продукт. In that pre-cooling rooms, В этих камерах прикулинга in that pre-cooling rooms, в they этих are decreasing the temperature of the product, они опускают температуру продукта. making the pre-cooling Yo- up to plus 10, plus 8 degrees Celsius. Плюс 8, плюс 10 градусов делают температуру. Then they are loading the trucks И сразу and грузят грузовик и отправляют. send it to the export country. Let's continue from here. Они здесь не используют охлаждение, но они также могут его использовать. Видите, наверху. This area can be plus 10, plus 15 degrees. То есть плюс 10, плюс 15 в этой зоне может быть обеспечено за счет испарителей наверху. So they have short-term storages here for vegetables. То есть здесь у них овощные камеры короткого хранения в этой части. Short-term vegetables, very short-term, like a couple of weeks. Несколько недель они здесь хранят. They have long-term storages, Здесь долгого хранения у них камеры. which То есть это специальные камеры для хранения фруктов долгого хранения. in Это долгое РГС. those are control atmosphere rooms. Это вот регулируемая газовая среда в этой You комнате. can keep the apple in that room for 1 year, for instance. 1 год яблоки можно хранить в этой комнате. Pomegranate, 5 months. 5 for месяцев гранат можно здесь хранить в этой So камере. we are regulating the oxygen, azote and CO2 level Кислород, углекислый газ, In those rooms. азот, все это регулируется в этой комнате. and humidity for sure. Увлажнение само In собой. those rooms we are using in that facility. That facility is an industrial facility. То есть это индустриальное хранилище. So we are using ammonia CO2 glycol system. Здесь аммоний, СО2 и гликолевая система используются в этом. Ammonia is in Это the closed промышленный. line, Аммоний, аммиак в закрытой линии идет. only in the plant room. Только в части, вот, где аммоний стоит, это как мини такой заводик стоит маленький. In the lines, in the pipelines, for positive temperatures we are using glycol. For negative temperatures we are using Для CO2. плюсовых камер они используют гликоль внутри уже хранилища, а для минусовых камер СО2.
So those сколько cold поместится? storages are for with glycol. 100 где-то, 100 тонн около. 100 тонн, да? Плюс-минус, где-то так. Ну, я просто смотрю, плюс-минус, да. The total capacity of the storage is 8,000 tons. 8000 всего, весь комплекс. И вот это такие специально. Это специальный материал, который для РГС-камеры используется. For airtight. То есть собираем панели, и потом обклеивается этот материал, то есть стыки, чтобы не выходил, это же кислород, вот это все, то есть именно делается для того. Только это в РГС, да? Это в РГС только используется. Third stage, Здесь третья стадия у них идет. they have rooms there and they have a blast freezer room. Здесь у них also уже here. бласт-фризеры, комнаты быстрой заморозки. They are freezing blueberry Они замораживают здесь голубику, and they are storing that frozen products into their dual regime rooms. то есть у них здесь двухрежимные Dual комнаты, regime means plus 10 to minus 20. то есть здесь двухрежимные камеры, можно использовать как до плюс 10, так и до минус 20 эти камеры. Гибридные, да, камеры гибридные, можно сказать. And also this is the fourth stage. И здесь уже четвертая Last стадия у stage них. is the fourth stage. So there are 4 stages. То есть у них 4 стадии. Ali, fourth stage is what? For what? The same with the third stage. Blast freezer. Тоже бласт-фризеры у них в этой части. You shouldn't do that, but you cannot do something. Они используют это как склад, говорит, они не должны делать этого, говорит, но они это делают. Okay. This is the CO2 part. Это CO2 часть, которая отвечает за CO2, охладители. On the upper level, there is a glycol part. Наверху это глюколевая часть, Outside. And this is the ammonia part. а это аммиачная часть. Контрольная панель, то есть все. Everything is produced in our factory and sent it to the site as a ready-made. То есть все производится собирается на заводе, сюда привозится уже готовым. There is an engineer room here. То есть здесь сидит инженер, He can, as you can see by the way, we are able to make it Russian language. то есть можно делать на английском, на русском эту программу. So you can also follow everything from here. То есть вы отсюда можете следить за всем процессом внутри. And with your smartphone И с помощью вашего телефона. and with your laptop, Или компьютеры. Да, это температуры. those rooms are switch off right now. Они отключены. They don't have the product. Right? Продукта нету сейчас. Самая удобная вещь в индустриальных вот таких холодильниках, если вы будете расширяться, то это очень легко сделать и дешевле, чем в обычных фреоновых. With the help of cascade system, we are able to decrease the ammonia То есть, amount. когда каскадная система используется для охлаждения, они всегда уменьшают за счет этого количество аммиака. У них же еще и водород, глицерин, все есть. Это Все не есть? опасно. Не, там аммиак, глушится водой просто. Буквально вот так вода проходит и все, аммиака нет. От советских установок кардинально отличается. Конечно.